Сегодня в гостях передачи «Кинолетопись Якутии», посвященной Дню защитника Отечества, председатель Комитета солдатских матерей Мария Егоровна Емельянова, которая более 20 лет отстаивает права солдатов Якутии. Мария Егоровна посещает воинские части России, где служат наши земляки. На каждой встрече она объясняет срочникам их права, юридические аспекты, разъясняет важность службы и проводит различные тематические праздники и мероприятия. Мария Егоровна, здравствуйте. Мы очень рады видеть вас у нас в гостях в Национальном центре аудиовизуального наследия. Расскажите, пожалуйста, немного о Комитете солдатских матерей. Когда он создавался и как возникла идея создания? Так, шел 90-й год, и в республике начали работу Комитет солдатских матерей с Вилюйского улуса. Потому что из Вилюйского улуса очень много было получено груза 200 из-за дедовщины. И вот матеря собрались и начали работу Комитета солдатских матерей в Вилюйском улусе. Это в 90-м году. Савинова Клара Егоровна и Тимофеева Екатерина Харлампьевна. В 91 году на конференции женщин Якутии Курчатова Секлетелия Алексеевна предложила организовать Комитет солдатских матерей республики. С тех пор вот прошло 30 лет, и мы работаем на общественных началах, помогаем ребятам, которые служат в армии. В 2021 году, в прошлом году, у вас был юбилей, получается, 30 лет деятельности. Да. И какие-то мероприятия вы проводили по этому поводу? В прошлом году к 30-летию нашего комитета я посетила более 70 войсковых частей по всей России. И на Дальнем Востоке, начиная с Забайкалья, Улан-Удэ, Амурскую область, Каварский край, Приморье, мы провели наш национальный праздник солдатский ИСХ. Это более 50 войсковых частях с охватом 2000 наших ребят. Это солдатский ИСХ, только название, но мы проводим как настоящий ИСХ. С алгысом, с охаем, с хомусом и проводим национальные соревнования, национальные виды соревнований. Это Мастардыгы, Капсагай, Хомур Капсагай. Ребята очень рады. Эджибит Мария Егоровна келен бу сахалага волтыргар келен ылжытабытыгар оньоня путыгар алажы сепидер сахалартан урой! Айхал! Урой! Айхал! Урой! Айхал! 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 Министерство молодежи в прошлом году к 30-летию выпустило книгу «Военный частарнан аян ден». Это работа нашего комитета, когда мы начали, постоянно ездим по войсковым частям. И вот про это за 30 лет работы мы выпустили книгу. Мария Егоровна, у нас в фонде аудиовизуального центра хранится видеоматериал под названием «Служи, сынок». Это фильм, повествующий о деятельности Комитета солдатских матерей. Я предлагаю вам посмотреть небольшой отрывок. Так устроено человеческое общество, что во всем мире, во все времена мощь армии любого государства обеспечивали женщины. Женщины-матери. Женщины-матери, сыновья которых становились защитой и опорой этого государства. Да, главная задача взрослого мужчины – быть защитником Отечества. 74-я бригада быстрого реагирования. Там непосредственно... После ухода сына в армию мне было тяжело в душе. На некоторое время. Потом в форуме я нашла Комитет солдатских матерей и с ними познакомилась ближе. Руководитель Мария Егоровна стала мне поддержкой во всем. И у меня появилась уверенность.
и надежда, что с сыном все будет нормально. Мария Егоровна, мы видим, что очень многим людям вы помогли, очень многим призывникам помогли справиться со стрессом и получить поддержку от комитета. Расскажите, какие основные направления деятельности у комитета? Так, мы защищаем права призывников и их родителей, ветеранов боевых действий еще к нам обращаются, и матерей, у которых сыновья погибли во время чеченских кампаний. Мы очень тесно с ними работаем. У вас есть какая-то юридическая поддержка? Да, У нас есть адвокат, который работает по обращениям, постоянно ездит в войсковые части, решает вопросы на местах. Очень хотелось бы узнать поподробнее о коллективе, который работает в комитете. Сколько человек в комитете работает? И кто вообще эти люди, и чем они занимаются в жизни? Ага. Со мной постоянно работает Антипина Зинаида Михайловна. Она 40 лет работала учителем. У нее, к сожалению, сын погиб во время службы в советской армии. И она пожилой человек, но она помогает мне. Постоянно мы с ней до пандемии мы постоянно ездили в школы и с призывниками собрали ребят с 8 по 11 класс и рассказывали, как подготовиться к службе в армии. И еще есть материал, который к нам постоянно помогает. Это Попова Наталья Спиридоновна постоянно нам помогает. Она ученый человек. Нам постоянно помогает Башинова Мария Алексеевна, она врач. Нам постоянно помогает Сабарайкина Прасковья Ивановна, она тоже врач. Вот обращаются же по болезни очень много, и вот они помогают. Я, например, я не врач, поэтому я не знаю, какие болезни, да, они вот решают такие вопросы. В 2006 году творческая группа аудиовизуального центра снимала фильм под названием «Якутский призыв» по итогам поездки якутской делегации по Амурской области, военной части. Да. Угу. И сейчас я тоже предлагаю вам посмотреть небольшой отрывочек. Ежегодно из Якутии воинские части Дальневосточного военного округа отправляются в среднем 2000 призывников. Молодые парни, достигшие 18-летнего возраста, дважды в год, весной и осенью, в новенькой солдатской форме заполняют самолеты, которые берут курс на восток. Призыв в армию – событие для каждого молодого человека. А когда тебя провожают так, как в Якутске, когда поотечески напутствуют военные комиссары республики и города, мэр города, когда церковь благословляет на ратные подвиги, когда для тебя на прощание поют такие девчонки, невозможно их подвести. Расскажите, пожалуйста, насколько сейчас изменилась ситуация в военных частях с помощью вашей инициативы? Так, со времен начинания наших работ сейчас армия совсем другая стала, потому что условия очень хорошие. Вот как вступил на должность министра обороны Сергей Кужугетович Шойгу, очень хорошо стал служить, и порядок хороший, и кормят хорошо, и условия очень хорошие стали. Если мы раньше, вот в 90-х годах, шли на проверку, это было, сейчас, если сравнить, это небо и земля. А как относятся сотрудники воинских частей к тому, что вы приезжаете на посещение, допустим? Там не возникает никаких проблем с этим? Мы очень долго работаем в этом комитете. Вот ребята пришли на службу войсковые части лейтенантами, они сейчас подполковники, полковники, поэтому все знают.
Вот, например, в Дальневосточном военном округе, если я приезжаю, уже едет Мария Егоровна. Честно скажу. На протяжении этих лет вам удалось действительно очень много сделать. А скажите, пожалуйста, есть ли такие же комитеты в других регионах Российской Федерации? Сотрудничаете ли вы с ними? И, возможно, вы какие-то совместные мероприятия проводили? Мы очень тесно работаем с комитетами солдатских матерей России, со всеми регионами, где проходят наши ребята, мы постоянно на связи. Дальний Восток, Забайкалье, Улан-Удэ и дальше вот Кавказ, со всеми мы работаем. Очень тесно работаем. В прошлом году мы побывали в Севастополе, в Крыму, и вот с крымскими тоже очень хорошо тесно работаем. Кстати, там тоже наши служат, на больших кораблях, войсковых частях. И такой вопрос напоследок. Каким образом к вам можно обратиться за помощью? Вот призывник, он не знает, куда обратиться, и как он может именно к вам попасть? У нас есть офис по проспект Ленина, 30, 418 кабинет. К нам постоянно приходят матеря, призывники, отслужившие дембеля, ветераны боевых действий. Могут обращаться к нам. И какие вопросы возникают сложные, все находят нас. Даже ночью могут позвонить нам. Мария Егоровна, очень приятно было провести с вами беседу. Большое спасибо, что посетили Национальный центр аудиовизуального наследия. Нам остается только пожелать вам успехов в вашем нелегком труде. Желаем вам все намеченные цели достичь, и чтобы не было никаких препятствий по достижению этих целей. Спасибо. Спасибо, ребята. А с вами была передача «Кинолетопись Якутии». Увидимся в следующей передаче.